Друзья, ассаламу алейкум, всем доброго времени суток. Сегодня у нас 1 августа, последний месяц лета, скажем так. Сегодня я на смене. Сейчас зашла в свою комнату молитвы прогенералить. Ну, здесь не грязно, просто убирать пыль и все. С утра бегала, много было у нас сегодня поступлений. Как всегда, кто в этой сфере работает, вы, наверное, знаете обязанности санитарки. Всех разместить, всех уложить, потом вместе с ними пойти, где УЗИ сделать, где каких врачей пройти, потому что бабушки и дедушки старенькие, поэтому их нужно сопроводить, кого на коляске отвезти, привезти. В общем, вот такие дела. Все, закончились наши поступления. Время уже, по-моему, 11-12 час. Протерла кое-какие палаты, потому что были свежие поступления. Просто, как сказать, дезинфекцию сделала. А теперь зашла сюда протереть полы. И думаю, немножко запишу вам видео, поговорю. Это запись у меня... у меня еще и к Висхану, когда ехали, снимали, тоже кусочек добавлю, тогда посмотрите. Что я хотела сказать по поводу вчерашнего видео. Обычно, когда я выкладываю видео быт, да, как живут чеченцы, бывают такие вопросы, очень часто встречаются, типа, откуда это все, вот мы тоже работаем постоянно, почему мы не можем заработать, что тогда у моей старшей медсестры свадьба была, что у Заловки, что когда у Девера я снимаю всегда. Но знаете, что я хочу сказать? Проживя здесь 24 года, 100% я не могу дать ответ на этот вопрос. Нет, естественно, я понимаю, и даже это не обсуждение, что такое нация, как чеченцы, в том плане, что трудяги. Нет, и на это не нужно обижаться, не нужно говорить, что не все одинаковые, все такие. Я ни в коем случае не хочу какую-то нацию поставить ниже, но это 100% мой вывод со стороны. Вы любой из вас, любой и каждый, кто приедет в Чеченскую Республику, просто наугад вы можете зайти в любой дом, в любом селе, в любом районе. Вы можете зайти в любой двор и посмотреть, как живут люди, и просто вас, посторонних людей, как примут. Просто совершенно чужих людей. Вот мы приехали в Чечню, туристы, вот извините, не знаем, что, как, куда здесь поехать. Вам обязательно скажут: заходите, садитесь за стол, сейчас попьете чай, мы вам все расскажем, вот так вас встретят. Нет, это не в обиду говоря. Настолько, да, дагестанцы еще очень гостеприимный народ, очень просто. Он в этом плане не отличается от чеченцев. Очень гостеприимные люди, встречают всегда. Но это на Кавказе, это вообще заведено гостеприимство. Но я хочу сказать именно вот это вот дома, в любой двор вы зайдете, в любой двор, вы нигде не увидите, что что-то валяется или какая-то грязь. В семье будет много детей, маленьких будет много детей, но тем не менее будет везде порядок. Это 100%. Это, я вам говорю, 100%. Поэтому, как вот мы работаем, вы знаете, в данном случае последнее видео, это видео было снято у моей Заловки. Там просто, вот когда я вышла замуж в 98 году, у нее тогда маленький ребенок был на руках. Просто, у них тогда не было еще, этот, в котором невестка дом живет, был построен, в то время как раз там жила моя Заловка, а в том другом доме, где она сейчас с мужем живет, там жила ее свекровь. Этого дома не было, был такой старовасенький дом. Вот они построили, в этом, где сейчас невестка живет, полностью все переделали, навес подремонтировали, во дворе плитку положили, это все вот последние года, а так дом у них большой давно стоял. Это все строилось годами. Вы думаете, за год, за два люди такое сделают? Нет, конечно. Никогда она не видела ни моря до того, пока все это не сделала, никаких отдыхов. Без конца домашние дела, огород, скот дома держат. На дому краски продает она, вот это вот все для ремонта, короче, на дому она торгует всем этим. Эта женщина просто
За целый день 5 минут, наверное, не сидит. Еще бы у нее не было, еще бы за такой труд. Когда люди собирают копейка на копейку, вот за пределами, вот я знаю, все как бы ждут лета, все, отпуск. Вот нету как-то, вот знаете, вот взглядов каких-то на будущее. Это не то, что там в укор, там сыну, дочке построить дом. Все как-то покупают квартиры, живут там, ну, отдых бесконечный. Я не говорю, что это плохо. Но тогда и не надо удивляться, если с этого отдыха не ездить, а все копить копейка на копейку, никогда нету салонов красоты, нету никаких там массажей, ни всего этого. Когда ты копишь, естественно, как вот мы, 1 год подняли стены, да? Другой, в этот год сейчас ворота поставили. Но это все тоже очень недешево. У нас за это ворота и за арку все вместе ушло 500 чем-то тысяч. За одни ворота 160. В общем, за кирпич, за работу 200 тысяч. Видели, как она красиво, арка сделана? Там же каждый кирпичик нужно было резать, точить, выравнивать. За одну работу 200 тысяч только заклад. А за материал? А сколько цемента? А арматура? И еще нужна крыша теперь еще для этих ворот. А крыша одна. Для ворот просто крыша 40 тысяч. Это самый дешевый вариант. Но мы тоже, мы сплоченные, мы работаем все вместе. Супруг, он просто из-за руля не вылазит. Вот приехал вечером, переночевал, уже после обеда опять рейс. Когда, если бывает один выходной, он едет со мной, мы вместе едем за товаром, либо мы работаем во дворе. Висхан в армии, парень служит в армии, у него им платят зарплату 11 чем-то. Пацаны там в долг понабирали и всего. Ну, я не видел этих людей, у которых, может быть, уже все сделано, да. Есть же такие люди, которые, как сказать, ну, всю жизнь жили в Чечне, у них давно все сделано, где-то там подремонтировать, дома им строить не надо. Мы бы тоже могли себе сейчас позволить что угодно, поехать всей семьей в Турцию и так далее, если бы нам не нужно было строить дом. Но так как у нас стройка, сын устроил, мы живем не своей жизнью сейчас, мы живем жизнью будущего наших детей здесь, в Чечне. И мы, это мы, да, и меня к этому приучили. Я очень маленькая сюда приехала, мне было всего 16 лет, сегодня мне 40. Мне тоже, я уже к этому, в этом всем впитана, да. У меня уже цель детей определить, да, хорошо построить дом сыну, чтобы у него, чтобы он, вот как мой свекор со свекровью построили дом, нам есть где жить, да. Мы строим дом для сына, для нашего. Висхан уже потом будет для своих строить детей. Ну, в общем, вот так вот. Это мы переживаем за будущее наших детей. У нас обязательно в Чечне у каждого должен быть построен хороший дом. Вдруг похороны, свадьба, какое событие, чтобы люди зашли здесь друг перед другом, знаете, даже не то, что шикарство, здесь друг перед другом очень считается как бы, ну, некрасиво, когда, да, у человека в доме грязно, да, скажет, Лень, все работают, да, что, не элементарно не могут навести какие-то порядки, сделать какой-то ремонт, но здесь это считается большая ошибка, поэтому с этого не нужно удивляться. Если учитывать то, как пашет этот народ, и еще самое главное, знаете, какой момент? Знаете, еще самый главный момент какой? Нет, вы скажете, и мы работаем, да, и вы работаете, все люди работают, тут я ничего не могу сказать. У чеченцев очень много в семье бывает людей. Допустим, в семье 5-6 человек, там 3 сына, 2 дочки. Они вырастают, они тоже работают. И все так. Сначала одного брата устроили, ему построили, потом другого, потом родительский дом. Здесь большая сплоченность. За счет того, что большая сплоченность получается, когда в семье порядок, когда так, в этот месяц зарплату собрали тот, все собрали, сделали то, в следующий месяц зарплату собрали, сделали другое. Вот так, по чуть-чуть, и потом в конце итог есть. Не говорите, что нет, есть. Вот каждый, если начнет у себя дома так делать, он будет, потому что мы не миллионеры, мы не богачи. Но, иншаллах, вы посмотрите, к какому успеху я приду. Я уже, если бы вы увидели этот двор моими глазами, то есть как и дальше это все будет, когда во дворе будут белые окна большие, белая крыша, белые окна, белые ворота, на полу белая плитка, козырек между домами, за двором плитка, лавочки, как в доме, как красиво я хочу сделать в доме. Дай Аллах здоровья мне и моей семье. Мои планы, я хочу очень красиво все сделать, необычно
и красиво. Да, я не говорю, что это легко. Да, на это уходит много денег, все наши накопления. В том году я тоже хотела поехать на море, в этом году тоже хочу поехать на море. Но я считаю, чем жить, а пока ни кола, ни двора и ни сада, шаблаться по морям, это не по-моему. Ты построй, сделай свои дела в доме, во дворе. И тогда уже езди по морям. Вот так вот. Поэтому, друзья, вот такие вот дела. Если зарабатывать, копейка на копейку ложить, с одного накопления одно сделали, с другого накопления другое сделали, вот только так построите такой дом. За много лет свободно расплюнуть. Поверьте мне, расплюнуть. Если вы сплоченные в семье, если вы копейка на копейку слаживаете и все на общее дело, например, у меня супруг хочет новую машину. Я бы хотела поехать в Турцию за товаром. Но не можем мы пока. У нас все до копейки идет туда. Понимаете? Все до копейки. Он трудится, и я тоже, и дети. Я же говорю, Висхан даже. У нас Висхан служит в армии, и у них там, хотя ребята, я начала говорить и прервалась, хотя ребята под свою зарплату набирают в магазине долги, но это их не дело. Значит, у них дома все сделано, почему бы и нет? У нас строится дом. У нас Висхан, все, у них 11 чем-то зарплата, он 1000 чем-то себе оставляет, 10 тысяч нам передает всегда домой. Сейчас они там с ребятами играют котел, то есть один месяц один взял, другой месяц второй взял, третий месяц третий. Вот сейчас их там 5 человек, они играют. В августе месяце у Висхана очередь. Вот он нам отдаст 50 тысяч вот в августе. Это все, конечно же, пойдет на окна. Там мы добавим, конечно, на окна 1200, оно по-любому понадобится нам. Мы тоже свое добавим, но уже какая помощь. Да, молодой пацан, казалось бы, себе там, да, где-то вкусного купить, где-то соки, где-то что-то. Все равно армейская еда приедается. Плюс у них там и кафе есть, и магазины есть. Нет, он старается. Также Анжела зарплата, все идет в дело, понимаете? Все идет в дело. А тоже ж надо и обуться, и одеться, за газ, за свет заплатить, продукты купить. Ну, молодая девушка, парень молодой, сами знаете, тоже хочется что-то там. Каждую неделю по 2 флакона одних духов берется. То 6 тысяч, то 7 тысяч платим. Ну, девушка, ладно, хочется. Ну что ж, пускай. Но я не наряжаюсь. Нет, мне тоже хотелось бы себе шубу купить. Очень давно я мечтаю о шубе. Мне тоже хочется зимой одеть шубу дорогую, выйти красивую. Мне тоже хочется какой-то комплект. Я нашла там бриллиантовый красивый. Ну, нет пока возможности. Уже построим дом, пускай на это год-два уйдет, вот, потому что и плитку надо ложить, и во дворе надо, и с-под навеса, где у нас сейчас навес, мы, в общем, как говорится, мы думаем, а там как Аллах даст, где у нас сейчас навес, мы там хотим сделать, как бы, знаете, двухэтажное здание. То есть на первом этаже у нас будет зимняя и летняя кухня постоянно, потому что в доме, в котором мы сейчас живем, мои комнаты, где у нас зимняя кухня, я хочу сделать там магазин у меня будет. Вот. А под навесом полностью все переделать, деревянные стены лаком скрытые, пол деревянный, все, это будет кухня. И летняя, и зимняя, чтобы не таскать больше все туда-сюда, кухня у нас будет там. А второй этаж сделать как спальни, там, когда дочки замуж выйдут, приедут со своими детьми в гости и так далее. Потому что новый дом, который строится, да, пусть какое-то время мы там поживем, но я хочу его полностью оставить Висхану. Чтобы у Висхана свой вход был, чтобы у них там своя ванна, свой дом, дети, чтобы у них было отдельно. У нас отдельно, где мы будем жить, где наши дочки будут к нам в гости приезжать с внуками и так далее. Ну, в общем, планы грандиозные, но было бы здоровье, все остальное потихоньку сделаем. Вот такие вот дела, друзья. Поэтому весь смысл в том, вот я в начале видео сказала, что, наверное, я не знаю, прожив здесь 24 года, я не могу сказать, да, это такой народ, его невозможно понять до конца. Это трудяги, я не знаю. Когда пандемия у нас была, вроде бы казалось, все, да, они строят, стройки идут вовсю. Это очень такой, знаете, вот сплоченность, она
делает все. Сплоченный народ, очень дружный, своих не бросают. Если одна сестра слабовато живет, братья, сестры все ей помогают. Если она там не замужем или разведенная, все стараются ей помочь, да. Кто слабее в семье, кого там послабее живет, все стараются. Когда свадьбы идут, какая помощь на свадьбу. Ну, в общем, народ очень сплоченный, и за счет этого людей получается вот так вот жить. Только сплоченность. Вот. А я видела таких людей, которые все у соседа что-то лучше, уже зависть какая-то, не могут это выносить, скандалят ради какого-то там куска земли, споры, суды, кто-то кому-то не то слово сказал, подали, заявление написали. Это ни к чему хорошему не приведет. Никогда в жизни, неправда. Только в дружбе, в сплоченности, только тогда будет все нормально. Так, ладно, я пошла работать. У меня много дел, мне надо сейчас здесь все протереть. В этой комнате мне нужно навести порядок, попротирать. Нет, здесь не грязно, просто протереть пыль и все. И почистить полосы. Вот такие вот дела, друзья. Сегодня у нас понедельник, много поступающих было. Сегодня очень тяжелый день всегда. Вот, 1 августа плюс понедельник, в общем. И мне здесь быть до завтрашнего дня. За Софишкой я всегда очень скучаю. Ну, можно было ее сюда с собой взять, конечно, но она мне потом не дает работать. Мам, ты куда? Мам, ты куда? Мне нужно с больными выйти и привезти, и отвезти. Поэтому я не могу как бы... Если был бы выходной, там суббота, воскресенье, то понятно. А так сегодня очень тяжелый день, поэтому я не смогла ее сегодня сюда привезти. Все, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. К Висхану ездили, но не показали. Во-первых, знаете, в принципе, можно было показать. Мы буквально на 15 минут там кое-какие продукты ему привезли, денежку оставили. Но я что хотела сказать? Что я хотела сказать? Уже было темно, да, уже было темно, и уже не могла ничего показать, потому что что там в темноте бы вы увидели. Он все есть, я все говорю, Гвисхан, что привезти? Мам, все есть. Мам, все есть. Но я-то знаю, что он зарплату уже 40 месяцев не получает, что все это, отдает, что там 1000 рублей. Ну, супруг дал 3000, мало ли там. Что захотят с ребятами, они бывает там заказывают, им привозят то суши, то еще что-то. Просто оставили 3000 парню, пускай, на мелкие расходы. Вот такие вот дела, друзья. Все. Всем всего самого доброго. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Висхан часто спрашивает: мам, как там дела? Я уже соскучился, как там на канале? Передавай всем привет, скажи, что скоро генеральный директор вернется. Мне без него очень тяжело. Все вот эти компьютерные дела с каналом, мне без него очень тяжело. Но, иншаллах, он скоро приедет, и все будет нормально. Все. Всем всего хорошего, всего. Всем пока. Адикюэ. Девочки, заполняю журнал генеральных уборок. Отметки буду делать сейчас. Линда, наверное, бомба шуёй. Друзья, всем доброго времени суток. Едем с Хасавюрта. Зарядка у меня на айфоне села, поэтому снимаю на Samsung, но вроде бы ничего, да, нормально. Качество неплохое, нормально видно. Приехали в кафе, сейчас с Хасавюрта закупились, едем. Сейчас заедем к Висхану в гости. Он пообещал, что выйдет. Сейчас заехали поужинать, потому что проголодались. Вообще заказали жижигалныш домашней колбасой. Такое кафе хорошее, знаете, отдельная комната. Работает кондиционер. Прям классно так, знаете. Для посетителей отдельная комната. Прохладно. На улице жара, в Грозном невыносимая.
А то прям хорошо, прям отдельная комната. В общем, такие вот дела. Такое красивое кафе. Мы сейчас собираемся в Грозный поехать проверить Исану. Вот. То мы уже давно его не видели. Угу. Можно было по мороженое заказать, потом холодного. Это русский пломбир хороший. Ой, здесь так хорошо, прохладно. Надо двери закрыть. Ой, ой-ой-ой. Извиняюсь. Красиво здесь, так уютно. Ну и хорошо. Ой, тут розетка есть. Можно iPhone на зарядку поставить, да? Я хорошо, что я зарядку с собой взяла. Друзья, устала. Я просто никакая, просто никакая. С утра бегом, бегом, бегом. Вот так вот бегаю. А супруг ехал с рейса. Он выгрузился. Представьте, у него выгрузка была в Хасавюрте. Он в Хасавюрте выгрузил это все, потом машину большую отвез в Грозный, поставил на погрузку и приехал на маленькой машине за мной в Хасавюрт. Представьте, он ехал с рейса, он вообще не спал всю ночь. Сегодня целый день выгружался, отвозил машину, приехал за мной. Вот уже сейчас у нас 7 часов вечера, и мы едем с Хасавюрта, и Висхан позвонил, сказал, если возможность есть, можете приехать, ну типа я могу выйти. Ой, в общем, сейчас заказали жижигалныш, то есть галушки чеченские с колбасой. Поужинаем и поедем к Исхану. Все равно в 19:50 он сказал, на ужин как они будут идти. То типа, тогда можно, ладно. Я тогда покажу вам потом жижигалныш. Я сейчас поставлю телефон на зарядку и будем ждать. Нам принесут еду. Проголодалась ужасно, очень. И голова болит. Сегодня целый день не пила чай. Уже все. Если я чай не попью, все, у меня болит голова. С домашней колбасой. Вкусно, вкусно. Бульончик. Чисто мясная колбаса, без всякой химии и всего прочего.
Вот такой кувшин. Очень красивый набор. Вот этот голубая сталь называется. Они по 3 500. Идет вместе с бокалами. Очень шикарно смотрится. Кстати, под цвет тоже подходит. Можно взять и кружечки, и набор. К примеру, у кого есть голубая посуда, вообще хорошо. Будет, ну, все голубое под цвет будет очень красиво смотреться. В общем, вот так вот. Чайники, девочки. У меня есть чайники. Также и светлые есть, также и черные. Есть фиолетовые, разные цвета у них есть. Это 3 литра чайник. Девочки, на наборы рыбки тоже упала цена, хотя мне не так нравится, так красиво они смотрятся. Особенно, когда вот мы были в ресторане, да, принесли напиток, лед, да, был. Лед красивый, и такой цвет был зеленый, насыщенный, голубая, да. Очень красиво смотрелось. Сейчас этот комплект стоит 2 500. Вот это все вместе. Кувшин вот этот и стаканчики. Дальше, девочки, вот так вот чайник и вот такая подставка. Все вместе. Это большой чайник. Обратите внимание, он не маленький, он большой. Вот это все вместе стоит 2 500. Дальше набор вот таких кружек. Тоже есть в наличии. Вы видели, я себе тоже оставила. На них тоже, кстати, упала цена. Сейчас они по 2 500. И на такую посуду тоже упала цена. На сам комплект, на тарелочке. Дальше, девочки, на вот это тоже упала цена. Отдельно есть набор, тарелки такие, на них тоже цена. На 5000 они дешевле, да. По 25 они были, сейчас по 20. Да, да, упала цена. Девочки, новинки эти новые. У меня они впервые я привезла. Это сердцебиение называется. И так их пишут даже на базе, когда нам записывают товар, пишут полотенце сердцебиение. Значит, это баня. Чуть издалека берешь, чтобы видно было, какие небольшие. Баня, лицо, руки. Баня, вот, огромная баня, смотрите. Они-то банные, это 2000, 1700, 1500 полотенца. Вот такие вот они качественные, девочки, просто отличные. У меня супруг недавно ехал, забыл дома полотенце, купил одно полотенце за 350 рублей. Одно полотенце. Ну, это очень дорого. Айо, Анжела! В общем, сердцебиение, это можно хорошо взять под цвет, кто хочет себе в дом, чтобы все было под цвет. То это самый тот вариант. Все, сейчас начну показывать вам другие варианты, девочки. Вот такие вот банные с цветочком. Есть вот такие рисунки. А есть и с фиолетовым, да, я видела где-то, да, да. Вот такие вот есть, они огромные. Есть вот такие. Это банные полотенца, 3 штуки. Они огромные, у них размеры. Вот такая вот красота. Правда? На подарок. Отличная вещь. Супер. Очень-очень красивая. Так, девочки, я сразу хочу сказать, они по 1500, чтобы вы не забыли. Специи 3000 для специй баночки. Вот, чтобы вы у меня были в курсе. Цены просто меняются, мы не всегда можем говорить, так как порой они меняются. Приезжаем на базу одна цена, в следующий раз уже бывает другая. Поэтому бывает вот так вот. Вот так вот здесь открывается. И вовнутрь что угодно можете покласть. Там некоторые деньги кладут, некоторые свои там разные там бусы, цепочки, да. На подарочек можно что-то подарить красивое. Положить сюда вовнутрь и подарить. Сделать на подарок. Вот так очень легко закрывается на ножках, как сундучок. И очень-очень красиво это выглядит. Также и такая вот штучка фиолетовая. Очень-очень красивые вещи, девочки. Очень красивые. Просто, я же говорю, красота.
Смотрите, как красиво. Дальше хотела показать еще вот такая вот полочка для специй. Упакованы, тоже привезла их. Но это их 7 штук в наборе, эти большие. Здесь где-то нижняя 700, а верхняя 400 миллиграмм. То есть нормальная вместимость, почти килограмм помещается. И сахар, и кофе, и для чая, и для специй. На кухне так, на полочке стоит, на кухонном, очень удобная вещь. Дальше, девочки, привезла такие еще шкатулочки. Очень хорошая вещь. На подарочек можно использовать. Что-нибудь в них можно дарить. Да. Девочки, на галушнице тоже у нас акция идет. Значит, такой чайничек у нас с подогревом вы можете использовать. Также вот такие салфетки настольницы. Они ложатся под клееночку. Будет очень-очень красиво смотреться. Очень просто чудо из чудес. Анжелика нам помогает. Вот такие 2 галушницы. К ним конфетница. Также можно фруктницу потом подобрать, если захотите. Очень удобная вещь для использования. Также вот такие вот полочки по 500 рублей для кружечек. Можете повесить кружечки. Будет очень-очень хорошо. Дальше, девочка, у нас в наличии. А у нас из такого больше даже ничего не было. Там на печке, посмотри, сложенная. Вот такая вот тортница. Шикарно, девочки. Такие кружки есть. И конфетница, и сахарница. Все есть в наличии. Смотри, как на столе красиво. Нет, там уже. Оттуда я вроде убрала. Потом фруктница. Вот такая вот шикарная фруктница. Смотрите. Анжела, потише там, пожалуйста. За все заплачено. Имею в виду, это тоже вот конфеты можно положить. Чуть есть такая овальнее и круглее. Это для сахара. Людочки, всем привет. Давай, ну-ка. А почему ты нам не помогаешь? Людочки, знаешь, когда Анжела била, Анжела вот так вот взыскнула. Да? Вот смотри, все. Вот выходные здесь Так, уже. пора спать. В смысле пора спать? В прямом смысле. А помогать? Напомогала ты уже. Мама, я хочу с вами помочь. Можно? Ну, конечно же, можно. Рыбки, видишь, какие красивый набор, девочки. Рыбки, набор вот этот, они по 1800. Смотри, На можно них тоже. еще С ними вот так. кувшинчик, да, Анжел, есть? А, да? Я же... Ду. Вот так вот, смотрите, кувшинчик какой красивый. С крышечкой для компотиков, да? Этот сделать сок, как называется? Мохито, классно будет. Вот, да, смотреться. Видите, какая красота, девчонки. Просто чудо из чудес. И недорого. Вот с этой посудой будет вообще хорошо смотреться. София, если скажешь сладенькое, не кушать. Очень хорошие, прям очень. Качество у них шикарное, девочки. И на столе, вот когда фрукты красиво лежат, торт, да, вот все, когда под цвет, очень стильно, красиво смотрится. Если еще такие салфетки на столе, прозрачная клеенка, все так подчеркивает, очень красиво смотрится. Ну и рыбки. Рыбки у нас тоже набор рыбок 1800. Такая вот красота. Девочки, вот такой набор. Шикарный просто. Сколько предметов в нем? Кто мне скажет? Вот 6 персон, 36 предметов. Вайберг. Отличная фирма. Столовый сервис. Значит, здесь в комплект ходит 6 вот таких под первое
Можно и под первое, можно и под второе, но они подходят и для первого, и для второго. Вот фирма Вайберг, очень хорошее качество. 6 вот таких вот квадратных тарелочек. 6 вот таких побольше. Видите, она это больше, а это меньше. Вот. 6 вот таких вот салатниц. Также можно, что вам угодно. Но для салата, мне кажется, отлично. Вот такие вот квадратные кружечки. Софичка, это как кафе. Квадратные, очень удобные кружечки. И тарелочки такие прям просто супер. Эта ваза тоже есть в наличии. Она также используется как хлебница. Ее можно на стол класть. Но в основном ее используют как хлебница. У меня такая ваза есть. Очень красиво смотрится на столе, когда все белое. И вот так вот красиво смотрится. Что у нас еще? Ну вот 6 таких. 6 таких. 6 таких. 6 вот этих вот салатниц. 6 этих блюдец, 6 кружечек. Это то, что ходит в комплект. Ну, прям заняло полный стол. Вы видите, да, девочки? И поэтому, ну, хороший комплект, 7500 он всего стоит. Это молоко всегда покупаю на мне. Ты молочко пила, да? Да, она вкусная была. Вкусное, да, молочко? Ну, хорошо, куплю я в тот раз, в следующий раз. Туда я положила. А какое ты молочко пила? Покажи. Вот это молочко. Вкусное, да? Да. Мама, сколько она стоит? 50 рублей. А почему вот так и вот так, а почему вот так? Все, давай, у нас бардак, еще уборки много. В общем, девчонки, вот такая вот красота, смотрите. И для первого можно использовать. И вот этим можно для первого, для горячего использовать. Засервировать красиво стол, салфеточки. Мне кажется, очень даже. 7500 это... Ну, вообще, мне кажется, это совсем недорого. На них тоже скидки. На них все это идет большие скидки, девочки. У них была другая цена, и вы все это знаете. Те, кто у меня заказывали особенно эту посуду. Она есть и цветная, она есть с цветочками. Такая же у них форма. Вот, есть цветная, но мне как-то больше Какая нравится. форма? Здесь только белые цвета. Мне нравится вот когда белое, это всегда классика. Чуть у меня началась, Софишка, там телевизор работает, закрой двери. Мне нравится. Так, девочки, теперь зеленый. Цвет зеленый. Можно и так поставить уже, чтобы было видно, знаешь, что мы наставили. Вот так, да? Можешь вот так поставить, типа, чтобы видно было, что зеленого цвета, например, что присутствует в зеленом цвете, что в красном, допустим. Красота. Красота красотушечная. Неземная. И желтая. Машалла, хозяин. Чего у хозяина был очень красивый. Туда дверь закрывала, чтобы шума не было. Но то у нас и так шум около нас. Смотрите, девочки. Какая красота. А теперь уже достанем еще к ним кружки. Варианты, которые есть, которые можно подобрать кружки. Девочки, а также к этому набору можно заказать кружечки под цвет. Вот такие кружки, как у меня, без блюдец, да? Может, кто захочет без блюдец. А может, кто-то захочет именно с блюдцами. Вот. С блюдцами дороже, конечно. Например, с блюдцами 3500 цена. Вот эти вот кружки 2800. Можно... А раньше этот комплект стоил 25 тысяч. Сейчас он 22 800 это и 23 500 с кружками выходит, если эти кружки брать. Давай, Жулик, расставь нам, пожалуйста, кружечки. Просто, чтобы вы видели, это как я себе ставила такие.
Красота. Очень красивые эти наборы тайские. Она белая. Праздничные. Красивые, да? Кружечки внутри цветочки, видите? Какая красота. Чадок чем да? Самое то. И вот такие вот. Такое красивое блюдце. Рояли Классик. Это хорошая фирма тоже. И вот такие кружки. Как раз нормально, да? Чай пить, чтобы немного было. То есть вот так вот можно заказать комплект либо с такими кружечками, Либо с большими. либо с большими. Также кружечки можно купить и отдельно. Комплект можно купить отдельно. То есть, мне кажется, лучше с кружечками. А люди, девочки, у меня многие покупали, они знают, что эти наборы были по 25 тысяч с кружками. То сейчас я говорю, 20 сам комплект и кружки. Эти 2 500, эти 3 500. Эти 1800, да? А, 2 800, эти 2 800, а вот эти 3 500. Все, это было. Мне кажется, будет красиво, если взять с кружечками уже на столе. Все одинаковое, все красиво. Красота. Анжела, а что тут у тебя происходит? Посуда. Обзор, да? Розовый раук, что я стал? Гаю легкое. А, их по 4 предмета. Я и забыла, что их по 4. 64, 24. Гулишь так? Розовый, а? И что это? Вот так тоже. Видите, девочки, какая красота. Машалла. Красиво, да? Вот, это розовый. Розовых всего по 4 предмета, да, Анжел? А всего 6 цветов. Ты пока рядом ложи, Анжел, такой, знаешь, синий или зеленый, чтобы такие, например, следующий желтый, сюда зеленый или синий положи, чтобы через раз, как бы, да, были цвета. Желтый на ту сторону, а сюда синий, туда оранжевый. Мама газела, синий, да? Красота. Машалла. Чего хази набор вообще? Этот набор стоит купить. Жаван не чунарти. Серьезно, глаза борцая. Молден, строты, господин Хач. Из этих тарелок чорп. Ничего, синий кадр. Чего ходишь? Идеальная красота, девочки. Смотрите, отсюда можно суп и борщ кушать. Все. И первое, второе, пожалуйста. В эти можно и тобером, и салат, и когда галушки кушаешь, подливу можно сюда налить. Ну, все что угодно, скажем так. Я всегда ахтам что. 6 штук как раз за оранжевый на эту. Девочки, все хочу вам показать, чтобы вы в лучшем свете это все видели. Фирменная посуда. Очень-очень шикарная. Очень. 20 тысяч стоит. Вот этот вот набор.
Машала, хозяин. Это вот 1600 стоит для салфеток. Рулон салфетки одеваете, вот так этим прикрывается, и очень удобная вещь для салфеток на столе. Девочки, смотрите, коричневый набор и вот такой. Они цвета разные есть абсолютно. И розовые, фиолетовые. Ну, разные цвета у них есть. Дальше вот такой вот набор ложечек и вилок. Это 6 ножей здесь, 6 маленьких, 6 больших и 6 вилок. Вот такой набор. Он стоит 3500, девчонки. Очень хороший такой наборчик, вообще супер. Красота, видите какая. В своем чемоданчике. Вот так вот закрывается. Вот такая вот красота. Дальше вот такой вот. Это 2500 стоит. Вот такой, такая вот посуда. Тоже красивая. Девочки, и дальше вот такая. Первая это называется чешуя, так и называется этот набор. А второй набор Versace. Значит, набор что входит? 6 таких ложек, 6 таких вилок и 6 маленьких ложек. Также и здесь. Вот, это все Versace. Вот. Но их можно брать в неограниченном количестве. То есть вы можете взять 18 таких, 18 таких, 18 таких, либо 24. Ну, смотря, бывает же, если семьи большие, либо там на какие-то мероприятия взять. Ну, мало ли, да, чтобы на большое количество людей, скажем так, то это самое, можно брать, заказывать столько, сколько надо. И, кстати, на них очень много есть подделок, девочки. Вот именно на этом. У меня это все оригинал. Качество нержавейка. Очень-очень они хорошие. С ними ничего не случается. Уже клиенты, которые брали мои, это уже проверено. Уже заказывали не раз. В общем, такие вот дела. Это вот вместе. Вот здесь всего по 6. Да, и вот так вот Versace. Видите? Очень хорошее качество. Девочки, смотрите. Еще у нас в наличии вот такие кружечки. Тоже у них даже блюдца разные. Посмотрите. У них у каждой разное блюдце. И цвета у кружечек тоже разные. Тоже вот смотрите. Вот такая вот красота у кружечек. Кружечки в наличии. Очень красивые. Посмотрите, какая красота. Вот эти вот штучки, кухонный набор, они в разных цветах есть. Они есть и фиолетовые, и серые, коричневые, разные. Девочки, вот такие вот подносы у нас в наличии. Они идут для всего. И вареники, и блинчики можно сюда, и галушки. Все на свете, как говорится. С ними вот такие вот. Эти есть. Жакот и дело. Вот она. Ручки, которые прикручиваются. Вот так вот они здесь, смотрите. Закручиваются и поднос вот так вот с крышкой. Такая и посуда есть из этого материала. Наборы посуды. Вот смотрите, такая красота. Очень удобно на кухне. Очень нужная вещь. Дальше вот такой вот черный. Тоже очень стильно, красиво смотрится. Смотрите, какая красота. Очень красиво смотрится. И вот такой. Это называется золото. Поднос золота. Вот такая вот красота. Девочки, эти по 1500. 500. Дальше вот. Вот такая вот красота. Вот такая вот красота. Девочки, эти по 1500. Дальше вот. Вот такая вот красота. Девочки, эти по 1500. 500. Дальше вот. Вот такая вот красота. Девочки, эти по 1500. 500. Дальше вот. Вот такая вот красота.
отдельно подносы есть. И есть подносы вот такие, 4 подноса в наборе. Очень хорошие на кухне. Это нержавейка, девочки. Сюда можно и галушки, и пирожки жареные, и блинчики тоже. Ну, вообще чай принести там на подносе, да, там сесть куда-то на природу, выйти, чай поставить, там поднести, принести. Чепел, хингалш. Все можно. Вот такая вот красота. Это набор нержавейка. Дальше, девочки, вот такие вот по 1500 люминарк. Это формочки для запекания. Я Анжеле тоже купила такое. Она будет нас баловать, будет пекти пироги. Хлеб можно печь, рыбку запекать, мясо, все что угодно. Пироги, хлеба печь. В общем, очень-очень хорошее качество. Утку можно запекать, гуся можно запекать с картошечкой. Все это очень даже возможно. Вот такие формочки. Дальше вот такая штучка, набор, девочки. Осталось последняя, 500 рублей. За 500 рублей отдаю. У меня по 1200, по-моему, да, были? Вот, 4 штуки в наборе чашки за 500 рублей. Вот это я отдаю, если есть желающие. В общем, вот такая вот красота, девчонки. Заказывайте. Все мы вам отправим. Без проблем. Да, Анжелик? Анжелике все это слаживать еще до утра, наверное, да? Закончим. Все по своим местам упаковывать. Такая красота. Дальше, девочки, вот такие наборы ножей. Смотрите, вот они стоят, вот так вот, крутятся. Они по 3000, девочки. Здесь в набор входит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 предметов входит в набор. Но они как бы разных цветов. У нас в наличии есть сейчас вот такой вот цвет, вот такой цвет. Это то, что есть в наличии. Но если кому-то что-то понравится, можем привезти еще. Вот такие вот. Это то, что у нас есть в наличии. Вот черный цвет. Вот он крайний. Это вот. Я не стала все упаковки открывать, потом упаковывать очень-очень сложно. Но вот на фото, видите, как вот на фото, так и здесь. Полосочки, видите? Одна полоска вверх, вот она идет. Вот так вот и здесь. Ну все, то есть вот такие вот есть, вот такие. Это все, вот они в упаковках есть. Очень хорошие. Смотрите, что входит в набор. 3000, я считаю, это очень даже недорого. И на кухне красиво это смотрится. Ну, то есть, вот такие вот дела, девочки. Я прям советую вам купить такие ножи. Качество очень хорошее. Очень хорошее качество. Жаль, что в доме не наточены ножи. Хорошая вещь, и ножнички, все здесь есть. Вот такая вот красота. Вот так это в упаковке выглядит. Ну, качество у них очень-очень хорошее. Девочки, ну, такие вот салфетки я не буду каждую открывать. Они в своих упаковках. Вот в открытом виде они вот такие, вы видите. Не очень твердые, очень хорошее качество. Сверху клееночка прозрачная и не нагревается стол. В общем, красиво и стильно очень смотрится. Вот. Есть точно такие же, вот как эти, такой же рисунок, только вот круглые. Включите свет, пожалуйста. Вот как вот эти вот квадратные, да? Вот такие же вот есть и круглые. Дальше вот такие вот, как у нас. Да, у нас же такие, да? Дайте одну. Софиш, подай одну штучку. Потом овальные вот такие вот, очень красивые. У нас вот такие круглые, да? Да.
Да, вот они. Вот. Потом вот такие, как бронза, тоже на столе они очень красиво смотрятся, девчонки. Они вот эти вот салфетки. Почем они у нас были, Жал? По 1600, по-моему, да? По 1600, да. Уже забыла, отмечаю. 6 штук в наборе. Набор стоит 1600. Правда, очень хорошие. Здесь такие квадратные и такие же овальные. Вот. Одна расцветка. Очень красиво все смотрится. Девочки, ну вот такая для специй. Сахар, соль, чай, перцы, все такое. Ну, то есть обмотано, в общем, по 2500. Вот эти вот полочки. Очень красиво. Так, ну эту формочку я показывала. Дальше, девочки, вот такая вот для запекания в виде помидорки, в виде авокадо. В виде помидорки вот. А это что же помидорка? Или яблочко? Это яблоко. А, нет, помидорчик. Помидорчик тоже. Помидорчик. Перчик. Типа разрезанным? В разрезанном виде, да. Болгарочка, Анжелика. А это что? Авокадо. Ты же любишь, как там, киви. Я думаю, ты скажешь киви. Для запеканки, да, Анжела? Ты же хотела, да, запечь? Что ты хотела? Картошку, мясо, грибы, да? А ну-ка, покажи фокус. Фокус-мокус. Так, ну что, ну, надеемся, ты нас побалуешь. Девочка, 1500, вот такая прелесть стоит. Так. Вот так, да. Красивая вещь. Мне, кстати, их заказывали. Я их... Я говорю, салат мой, хасхарер. Слоями есть салат, да, хасхарер? Вот слоями, да, вот сделать салат тоже красиво. Или вот этот тбилиси салат. И наставить на стол, да, красиво? Да, сам салат такой. С двух сторон, да, там такой наставить. И знаешь, я что хотела сказать еще, Джо? Цветная посуда была, которую мы вот сунцата уж харируешь. Они что, разноцветные? Такие насыщенные цвета, они поднимают настроение. Совершенно верно. Истинно глаголишь, дочь моя. Все, нажала. Ну, тут зритель уже требует пирог с клубникой и с шарлоткой разной. Когда мы сможем созерцать? Я сказала, как только под навес, так сразу. Под навесом, да, все это будет происходить? Да. Фокусы эти все. Я не люблю, когда духовка на панели стоит, а каждый раз выбирать, ставить это все. Очень накладно. Поэтому я и так занята все эти дни. Ну, так. Страшно.